Здравствуйте, с вами передача «Акцент», и у нас в гостях приглашенный эксперт форума «Синергия Севера» 2017 года Михаил Кривопал. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Кривопал Михаил Юрьевич родился 28 марта 1987 года. В 2004 году золотой медалью окончил среднюю школу номер 33 города Владивосток. В 2009 году с отличием окончил ДВГУ по специальности «Финансы и кредит». В 2012 году там же окончил аспирантуру. Старший преподаватель ДВФУ кафедры «Финансы и кредит». Заместитель председателя по экономическим вопросам Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации. Координатор молодежных правительств в Дальневосточном федеральном округе. Михаил, расскажите, какие проекты были представлены на форуме и чем они отличались? Вы знаете, не первый год я на Синергии, не первый год знаком с активистами республики. Хочу отметить качественный и количественный рост активности ребят. В первую очередь, наверное, это более детальная проработка тех идей и проектов, которые у них есть, с точки зрения глубины проблематики. Потому что мы понимаем, что очень часто то, что мы видим на поверхности, является лишь следствием. До проблемы, а может быть и до предпосылок добраться порой сложновато. Для этого нужны определенные профессиональные знания, опыт и компетенции. У них часто не хватает. И в этой связи качественный рост вот этих самых профессиональных компетенций и опыта ребят позволяет им более, что ли, детально и глубоко изучать проблематику и воздействовать на самую суть проблемы. Приоритетными, наверное, сегодня можно выделить проекты в области сельского хозяйства, связанные с применением инновационных технологий, то есть технологические решения, связанные с кооперацией, то есть мы возвращаемся еще к советским устоям и складам кооперации, соорганизации труда, потому что мы понимаем, что конкуренция растет, и чтобы выжить в условиях экономических каких-то изменений, необходимо объединять усилия. Ребята предлагают подобные проекты. Я их склонял к тому, чтобы они делали межмуниципальные, то есть межулусные проекты, потому что ресурсов ограничено, опять же, количество. Надо решать проблемы сообща, при том, что проблемы-то, в принципе, идентичные во всех муниципалитетах республики. Ресурсов на всех не хватит, поэтому важно, чтобы они могли картировать ресурсы имеющиеся, обмениваться ими и работать в едином направлении. На это тоже была направлена моя работа. Был ряд проектов по брендированию отдельных аспектов вообще деятельности людей в республике, по брендированию тех условий, в которых живут здесь люди. Ну, например, там высказывались идеи по бренду холода Якутии. Это на самом деле живой и реальный проект, который можно действительно упаковать и продвигать, потому что бренд холода Якутии знают по всему миру. Почему бы не проверять те товары, которые создаются по всему миру в этих условиях, для того, чтобы потом ставить знак качества «проверено холодом Якутии». Ну, условно говоря, да, я был в Финляндии там несколько лет назад на заводе Nokian Tires, который производит самые лучшие, на сегодняшний день считается, зимние шины в мире, шипованные шины в мире. И там они проверяют свои шины, да, тоже в условиях холода, но на искусственных озерах, там нет таких экстремальных температур. Ну, вот. Конечно, здесь надо считать экономику, здесь, скорее всего, будут проблемы. Но есть масса других брендов, которые создают товары для использования в условиях холода. Много очень есть проектов, связанных, в принципе, с поддержкой молодежных инициатив. То есть это некие системные, инфраструктурные вещи, создание неких органов, советов, фондов поддержки, молодежных инициатив. То, что близко ребятам, то они, собственно, и транслируют. Такой вопрос. Вот ты являешься председателем Ассоциации молодежных правительств Дальнего Востока.
И вот с этой точки зрения, насколько можно интегрировать проекты, которые были озвучены на форуме, в жизнь всего региона нашего, всего Дальнего Востока? Ну, ты прям снял с языка, потому что ну, я уже с недавних пор первый заместитель председателя Ассоциации молодежных правительств России. Вот, уже формирую поколение, у нас есть аппарат координатора. Вероника Сипачева была долгое время моим замом, сейчас она координатор. И я сразу в начале форума ребятам откровенно сказал, что лучшие проектные идеи и инициативы, особенно те, в которых явно будет прослеживаться технология реализации проекта, это очень здесь важно, мы будем транслировать на все субъекты Дальнего Востока, где действуют молодежные правительства на сегодняшний день. Это 7 субъектов, планируется открытие 8-го в этом году, поэтому мы надеемся, что эти проектные идеи упакуются здесь на Синергии. Ну, собственно, они практически везде уже упакованы, получат экспертные какие-то комментарии, экспертное мнение, будут, возможно, поддержаны, в том числе за счет с помощью финансовых ресурсов, и мы им постараемся придать статус окружных. Это большой, на самом деле, для многих ребят прорыв в их проекте, потому что создан специальный аппарат координатора Ассоциации молодежных правительств России в Дальневосточном федеральном округе, где есть конкретно опытные и, не побоюсь этого слова, профессиональные эксперты, молодежные эксперты в тех или иных предметных областях знаний, сферах экономики. И если проект подходит под одну из сфер, его берут просто на координацию, берут под кураторство, предоставляют все необходимые информационные и административные ресурсы, ну а на самом деле в первую очередь человеческие. Потому что ни один человек не имеет права гарантировать реализацию своего проекта за пределами того ареала, где он уже реализовывал, не имея команды. Команда проекта – это важная составляющая, ровно как и много других процессов, связанных с управлением проектами. К слову, на профессиональном уровне, по всероссийским и международным стандартам проектного управления, ребят я в том числе и обучал все дни форума. Такой программы по обучению основам управления проектами на профессиональном уровне практически нет ни на одном из сегодняшних всероссийских форумов, то есть федеральных, окружных и так далее, межрегиональных и региональных. Почему я могу так заявлять? Ну, в отдельных случаях есть. И в том числе я по всей стране летаю. Вот сейчас я улетаю на форум Машук сразу по приезду. Это Северокавказский федеральный округ. Там тоже буду давать соответствующую, похожую, может быть, чуть меньше образовательную программу. Здесь я прямо с ребятами несколько дней плотно работал. Были игропрактики, были лекции, интерактивы, мастер-классы. Я думаю, там большой объем материала я ребятам отгрузил, чтобы они дополнительно изучали, потому что мы понимаем, что форум — это точка роста. Это не панацея для решения всех проблем. И мы должны понимать, что ребята большую часть времени должны после форума работать. Приехать на место в себе в УЛУС или в НАСЛЕК, или там, в иные административно-территориальные единицы, и работать там. В этом основная задача. Поэтому, обучив их основам проектного управления, ребята даже могут сдавать на соответствующие сертификаты профессиональные и применять потом свои знания не только в общественной жизни, но и в профессиональной. Потому что управлять проектом, я не знаю, молодежным по проведению мероприятия какого-то или по строительству атомной станции, в принципе, должны иметь по большей части соответствующий идентичный набор инструментов и методов реализации. Это вот был третий как раз вопрос, потому что в республике недавно был создан департамент по внедрению проектного управления, и хотелось вот узнать, может быть, в более простых словах, чем привыкли наши читатели, да, вот что такое проектное управление, потому что ты являешься большим экспертом, насколько я слышал, вот в этом как раз деле, и хотелось вот очень сжато, может, максимально емко об этом узнать. Да, у нас очень часто действительно люди, которые только начинают заниматься проектным управлением, немножко путают его с обычной операционной деятельностью. Здесь очень важно выделить отдельным образом я бы так сказал, отделенность, да, обособленность от операционной деятельности. Есть существующая, например, команда, есть там организация, в рамках которой запускается проект. Это не значит, что все люди, которые работают там, начинают заниматься этим проектом
параллельно выполняя свои основные функции, плюс еще проект. Вот, очень часто это путают. Общественные организации вообще применяют только проектный подход, у них нет обычных операционных функциональных обязанностей, они только занимаются проектной работой. Это тоже в какой-то степени нарушение, да, основных канонов проектного управления. Ну, если перечислять так по базовым, да, составляющим, поверхностно, да, чтобы общее понимание было, конечно, там намного сложнее, то проект — это всегда временное предприятие. Подчеркиваю именно слово «предприятие», потому что здесь проект должен быть направлен на производство продукта, услуги или результата. А временность всегда — это понимание начала и, как правило, окончания проекта. Проект — это всегда временная сборка команды. Если вы отделом работаете несколько лет, потом этим же отделом решили реализовать проект, это не будет проектом, потому что нет временной сборки команды. Всегда это уникальные люди. Всегда это новые люди в команде под каждый проект, даже если основа команды остается. Это определяется тем, что проект должен быть уникальным. Он создавать должен уникальный продукт, уникальную услугу или уникальный результат. Понятие уникальности, я думаю, все могут дефиницию почитать, посмотреть, что значит уникальный продукт. Очень часто, в 90% случаев, проект не создает ничего уникального. Соответственно, это обычная операционная деятельность, ее нельзя назвать иной. И это всегда работа команды проекта в условиях ограничений. Всегда существуют основные 6 базовых ограничений проектной деятельности. Если в этих 6 ограничениях команда проекта и руководитель проекта работают, значит, это тоже можно в какой-то степени назвать проектной деятельностью. Это ограничения по содержанию проекта, по времени проекта, по стоимости проекта, то есть по затратам, по рискам. Мало кто вообще оценивает риски проекта и еще потом корректирует, например, смету проекта на величину возможных потенциальных рисков, которые могут произойти. Это управление качеством, это управление, ограничения, да, по качеству, ограничения по ресурсам имеющимся. Вот 6 ограничений, которые я назвал, это основные базовые ограничения проектной команды, они должны все соблюдаться. Часто очень не используются ни инструменты, ни методы проектного управления. Никто не занимается управлением заинтересованными сторонами проекта. Никто не оценивает, кому он полезен, кому он может быть вреден, кто будет против, кто будет за. Часто не формируется пул тех партнеров и мы их называем подрядчиков проекта. Непонятно, есть они, нет. Часто очень проектные команды, особенно в условиях социальных проектов, локализованные, ни с кем не взаимодействуют, не сотрудничают. Из-за этого они часто очень терпят большие сложности и испытывают большие сложности. То есть есть каноны проектного управления, они есть в стандартах. У нас есть национальный стандарт проектного управления от 2014 года и 3 стандарта, это никаких таких документов, требования к управлению проектами, программами и портфелями. Вот, они от 2011 года. Они в доступе, их можно скачать, почитать, посмотреть. Там есть свои трактовки, что такое проект, что такое программа проекта, что такое портфель проектов. Это нужно знать. Этим нужно уметь пользоваться. Неважно, реализуешь ты проект в общественной сфере, в профессиональной, в реальном секторе экономики, или там в первичном секторе экономики, там, на госслужбе. Особенно, как вот ты сказал правильно, есть уже большой тренд, Ассоциация молодежных правительств включается непосредственно в него. У нас на всех мероприятиях всегда присутствуют теперь представители аналитического центра при правительстве России, которые занимаются продвижением проектного подхода. Молодежное правительство Республики Саха-Якутия участник новой номинации конкурса «Проектный Олимп», номинация, которая называется «Реализация социальных проектов молодежных правительств». Республика подала заявку. Помимо 2 основных заявок конкурса от действующего правительства взрослого, выделена отдельная номинация. Республика участвует в ней. Там профессиональные ребята, которые работают, собственно, в этом же проектном офисе региональном. Я думаю, что у них очень хорошие шансы войти в финалисты, а потом побороться за звание лучшего молодежного проектного офиса. Я в ассессорах этого конкурса буду внимательно и без предпочтений каких-либо оценивать работу, потому что есть не менее достойные ребята в других субъектах. У нас их много, молодежных правительств по всей стране. Но они конкурентоспособны. Очень хорошая команда, очень хорошая перспектива. Отлично. Наверное, на этой
позитивной ноте закончим. Надеемся, что проекты Республики Саха будут все так же иметь большие перспективы и реализовываться. С вами была передача «Акцент». Я Николай Борисов.